Короче, пацаны, как видите, я воспользовался помощью этих ребят. И люди приятные. Блин, что бы я делал без них? Они мне подсказали один вариант, говорит, ну подумаешь, ты бы сейчас это не смог бы, никто бы не приехал. Просто взял бы, спустился бы вниз на эту базу Бурхан-Булак. Бля, я даже не подумал, прикинь. Они же все с базы едут, они отдыхали на базе. Ой, бля, я думал, если я останался бы на склоне, то я бы реально ночевал бы под небом. Бля, очкую я, пипец, ребята. Фух. Бля, вы это видели? Пиздец, я подлетел на нем. Ох, блядь. Пиздец, я там чуть не родил. Ёбаный стыд. Что было бы, блядь, со мной, если бы я упал так? Если бы он на меня еще упал. Бля, простите, пожалуйста, мой мат. Но иначе я просто не знаю, как выразить свои эмоции. Бля, вот чуть-чуть осталось. Вот и вон. Чуть-чуть. Так, я вот сейчас так, да? Вон там те камни обойду. Вот ты тоже меня курсируй. Камень обойди и все. Да, просто по твердому грунту. Помедленно, помедленно. Ой-ой-ой-ой! Не бойся, сядь! Блядь! Сядь, не бойся! Пацаны! Сядь! Не бойся! Бля, жопа у меня! Да сиди, говорю! Вы не удержите! Бля, падаем! Да не падаем! Бля, дай я перекину сюда! Вот так! Бля, толкни меня! Бля! Сиди, рули! Может мне как-то по-другому траекторию выбрать? Рули, говорю, рули! Да рулю! Руль пипец каменный стал! Я же говорю, надо было за подножку. Бля, ты мне ногу переехал. Прости. Сиди. Макс. Бля, просто сиди и все. Вот здесь левее возьми. Если ты будешь сидеть, ты сможешь рулить. Вот так, рули. Мы тебя держим, видишь? Не бойся, левее возьми. Левее чуть возьми. Не слушается руля. Не бойся. Тупо не слушается руля. Не бойся. Бля, поворот. Да не бойся ты. Бля, мне что делать? Бля, сейчас закопается здесь. Закопается, пацаны! Он же тебя тащит. Руль туда возьми, руль туда! Блядь, стой! Стой! А! Блядь. А! А! Блядь! А! А! Я это сделал? Нет, не я. Вот все эти люди, которых вы здесь видите. Салам алейкум. Все эти люди, благодаря им я сегодня вернусь домой в целости и сохранности. И меня не сожрут волки. Медведи. Спасибо людям. Бог есть. Которых зовут
Есбол. Добрые люди есть. Да, вот. Расскажите, как их зовут. Меня зовут Исаев Рамазан, я прихожу в 6 класс, я учусь в Талдыкургане, в школе НИЖ. Все, пока. А, в плане, реально? Нет, не все. Не все. Что ты? Да, все нормально. Только один больше не есть. А я не залезу, давай вот. Я не залезу, боюсь. Все. Я уверен, что многим отбил желание от посещения Бурхан-Булака на тяжелом мотоцикле. Но кто-то должен был это сделать. Кто-то должен был испытать это все на себе, проверить для других. Вот сейчас, вот, находясь по дороге домой, время уже 7 с чем-то, я уехал вперед, а все эти две машины с людьми, замечательными людьми, они едут позади. Вот сейчас я только пришел в себя и осознал, что сейчас произошло. Я вначале хотел им деньги дать, пацанам, которые меня толкали. А когда вот после всего, что произошло, когда мы стояли уже на самой вершине, я подумал, какой черт? Такие вещи не измеряются деньгами. Когда я их обнял, вот прям искренне, по-братски я их обнял. Понимаете, это чужие люди. Честное слово, я там так расчувствовался. Вот еще немного, наверное, я бы пустил бы уже свою слезу. Иной раз бывает, приходится рожать контент. Сейчас как раз таки наоборот. Во мне столько контента. Бля, всем контентом контент. Столько всего хочется сказать, но хрен уместишь это в каких-то там 15 минут или 20 минут. Обычно 3 припорта у меня 20-минутные. Ой, короче, на чем я остановился? Хотел я отблагодарить этих ребят. Вот. По сути, я благодарен всем этим двум газикам, потому что их жены уже начали возникать, там дети, они, представьте себе, ждут все это время, пока вот эти пацаны меня толкают. Я задерживаю их выходной, они хотят домой, уже устали они. А тут долбич вроде меня, блин. В общем, говоря о Рахмете, мне было неудобно им даже деньги предлагать за это. Вот. Я бы, конечно, предложил, но, блин, в кармане, кроме десятки, ни хера не было. Поэтому я сказал, ребята, давайте завтра посидим нормально. Познакомимся поближе. А этот Махсат, да, конечно, блин, супер, давай, все, давай. Они давай прикалываться, не знаю, попало это на видео или нет. Говорят, блин, за это ты обязан поставить татуировки с нашим именем себе на руки. Да, и не только наши, но еще наших жен. И каждый год обновлять. Поржали очень. Но там я был очень близок уже к отчаянию.
у меня было полное изнеможение. Я устал так, что я даже сейчас вот говорю, у меня на тот момент сил уже не было. Я когда подъехал к этому подъему, я как раз говорил о том, что я все устал. А там еще ехать и ехать. Там столько таких крутых, сложных технических моментов с булыжниками, понимаете, с отвесами. Да фига и больше. Короче, конкретно я их всех помучил. Технику помучил. Говоря о технике, какие у меня претензии к КТМу? Есть ли у меня претензии к КТМу? Мне кажется, к этой марке мотоцикла у меня не может быть вообще никаких претензий. Это у КТМ, наверное, ко мне есть претензии. Как я его только там, где не мучил, а? И налево ложил, и направо ложил, и боком, и раком, и кверху, и так, и сяк. Ёшкин кот, я думал все, вот все. Вот сейчас вот точно, наверное, бак пробью. Вот сейчас вот, наверное, точно картер пробью. Вот здесь, вон, говоря о картере, защита, он тут помялась. Я прям подлетел, прям на камень. Бабах! Все, я думал, жопа пришла. Нет, выдержал. Вот они, все шрамы падений. Ё-моё, вот она, мятина даже. Вот она, вот она. Охренеть. Лапка жива. Вообще, после всего этого злоупотребления, этот мотоцикл, я следующий мотоцикл куплю, это будет тоже КТМ. И после него еще один куплю, тоже будет КТМ. Ну реально, просто вот этот технический подъем, он по зубам, наверное, лишь только реально с тантером каким-то. Там Крису Бирчу, да, лицо КТМ. Потому что обычный обыватель на нем туда будет заезжать так, как я это делал. Я, конечно, не самый последний там мотоциклист. У меня есть скиллы. Но здесь, возможно, сыграло в первую очередь мое изнеможение. В 8:30 выехал, в 2 часа приехал. И через 15-20 минут, ну через полчаса поехал назад. Сил вообще уже не было. Руки были забиты просто. Руки, поясница. Вот даже сейчас сижу, поясница болит, ноет. Ноги болят. Вот. Ну и, конечно же, скилл. Врать не буду. Ехать в гору на таком тяжелом мотоцикле, а уклон-то, подъем-то не каких-то там 9 там, или 10%. 18-20% подъем. С булыжниками. Можете посмотреть, если не верите, на Усман зайдите. Там увидите, там весь рельеф положен. Во рту все пересохло вообще, воды не пил. Ладно, поеду. Вокруг зелено. Степь. Только я один гиввей мотовлог. Сижу. Хочу дать им приехать домой. В Талдык. Устал. Доеду я когда-нибудь домой. Еду по треку. Вот прям не сворачивая ни влево, ни вправо. И вот те. Бля. Сейчас там прошелся, вроде бы ничего. Сейчас попробую развернуть его и там проехать. Охренеть. Что ты будешь делать, а? Посмотрите на меня. Еду. И бац такой арык. Болото. Я перелетел, бля. Прям головой вниз. Мотоцикл стал там. Сейчас иду за подмогой. Какой-нибудь трактор, какая-нибудь Нива вытащить. Там пустяк, но 2 колеса прям погрязли. Впритык прям, вы знаете. Грязь такая, глина вредная. Я пришел. Тут мини-перекресток. Вот я должен был отсюда выехать и вот я тупо буду стоять здесь ждать, пока тут проедет какая-нибудь машина. Пиздец.
временем уже темнеет. На часах где-то 8:40. Хоть сотовый ловит. Все, солнце окончательно село. От этого места 500 метров до болота. Звонила мне сестра жены, Мария. Я ей сказал, что случилось. Она просто в Талдыке, а жена моя в Алмате. Я попросил ее найти какого-нибудь эвакуатора и приехать сюда. За 40 километров от Талдыка. С тросом. Я уже начал замерзать. Вон какой я весь. Охренеть просто. В общем, сейчас они сказали, приедут. Я не знаю, буду их ждать. Или попробую сейчас сам выехать. Хотя, блин, я жаль не снял это. Ну там, в общем, грязюка прям. Вот она залезла в грязь. И грязюка почти все переднее колесо закрывает. Я боюсь сейчас крутить газом. Потому что она может закопаться. Так же? Поэтому я и вышел на тропу искать людей. Ну вот прошло полчаса. И вот здесь вот ни одна машина не проедет. Когда это случилось, я выбежал, вот по тропе шел, и я прям видел, как проехали вот эти две машины газики, которые меня спасали сегодня. Вот была бы хохма, если бы они снова меня вытащили. Бля, этот день не закончится. Делайте выводы, господа. Я не буду ничего об этом говорить. Оставлю это на ваш суд. Думаю, все сможете додумать, какой из этого делать надо вывод. Оставляйте свои комментарии. Будет интересно вас почитать. Ой, бля. Что я делаю, а? Где я? Ну, блин, чуть-чуть уже оставалось до поселка. 14 километров. И там уже укатанная дорога. А я ехал по навигатору Maps.me. В ту сторону ехал. Тоже Maps.me, но я там чисто по грунтовке не сворачивал. А здесь смотрю, мне говорит Maps, езжай прямо. Ну, я поехал по полям, бля. Приехал. Тут ловит сотовая связь. Но 3G даже не мечтайте. Буква Е указывает у меня. Edge. Вот, я сейчас руку поднимаю. Но нифига. Не могу никак метку скинуть эвакуатору. Ай, ё-моё. Сейчас вот думаю, поднимусь на возвышенность. И может быть здесь Эдж пробьет. И тупо буду идти в село Коныр. Они потом сюда подъедут. Ночного видения нету на камере. Я уже замерзаю. Одежда вся мокрая. Температура была где-то, когда это все случилось, 15-16 градусов было. Сейчас реально холодрыга. Сейчас они уже едут, выехали с Талдыка. Но там хорошо человек ориентируется в местности, там в этой. Надеюсь, что меня вытащит. На часах 11:40. Я в этом поле уже 3,5 часа, мне кажется. Да, нет, 3 часа. Вот 20:30 я застрял. И вот уже 23:40. И самое главное, что там вдали я слышу, как едет мое спасение. О, машина приехала на легковые, не приехали ребята в этот поселок. А потом человек, который за рулем был, он знает эти места, он отсюда. И он сказал, давайте поехали к местным сторожилам. Они лучше ориентируются.
Они сказали, вы что, вы туда на легковышке не проедете? Короче, местная скорая помощь едет. Ну, у них буханка есть же, 4x4. Вот они едут на ней. А вон свет. О, фак! Ох, блядь. У меня уже ноги, руки все окоченели. Пиздец просто. Зато я давно не видел такое небо звездное, призвездное. Ну все, вот они. Вот машина приехала. Все, я пошел встречать. Сосын ана екі бобик ішінде толған кісі. Бір екі жігіт бар, маған көмектесті. Где-то 2 сағат уақыт алдым ғой олар. Мына подъемда. Иә, подъемда. Иә. Иә, былай тұрады да. Аха. Газды берсем, аяқ дөңгелек болады. Жүрсем, мынандай тастар дөңгелек секіреді да құлайды. Иә. Аман. Былай олады. Блять. Ух. Все, поехали. Поехали домой. Выехали. Всем привет. Ну вот и все. Фуф. После спасения прошел целый день. Я восстановился в Талдыке. Вот теперь собираюсь ехать назад в Алмату. Сейчас вот нахожусь вот у дома у родственников. А вот она, лошадь моя. Капец. Я только что почистил и смазал цепь. Ехать до Алматы еще 250 километров. Вот она, пожалуйста. Боевые шрамы, как говорится. Бурхан Булак не жалеет никого. Повезу свою дополнительную фару. Резина, кстати, посмотрите, что с ней стало. Вот он, ваш Митас. Не Митас, а Мишлен Анаки Уайлд. Как вам такие куски резины отсутствующие? Жесть, короче. Мотоцикл поработал на славу. Прям реально от души поработал. Ох, надеюсь, вам это видео понравилось. Вы извлечете из него нужные для себя уроки. Я уж точно для себя извлек свои уроки. Вот. Настроение боевое. 2 дня болели все мышцы. Ну, вчера вот целый день болели все мышцы. Прям реально не встать, не сесть. Мозоли на руках. Ноги все в пластырях у меня. Ну ничего, это технические моменты. Оно бывает. Самое главное, что люди пришли на помощь. Техника не подвела. Да и сам живой остался. В общем, увидимся в следующих видео. Всего доброго. Пока. Последний кадр должен был быть последним, когда я с вами прощаюсь. Ну вот уже вторник, 6 часов вечера. Я уже поворачиваю домой. И тут, представляете, полиция навстречу едет и останавливает меня. Что ему надо? Короче, остановились, хотели выписать мне штраф. За что я не буду говорить. Они просили не говорить. Они посмотрели на меня и говорят: слушай, парень, что с тобой? Я говорю: мужики, отпустите меня, реально. Я вам расскажу, что со мной. Я все вам расскажу. Просто не выписывайте мне никакого штрафа. Я хочу нормально вернуться домой. Мне осталось чуть-чуть. Дайте мне доехать домой. Я им все это рассказал. Они в шоке стоят такие, реально в шоке. И что вы думаете? Мы же обычно думаем, что наша полиция никогда не выписывает предупреждения. Это только в кино бывает, знаете, когда полиция говорит: yes, sir, good luck. Как это в Америке делается. Нет. Наши пацаны тоже молодцы. Короче, Даукенов Куат, дорожная полиция, 46, бортовой номер 046. Сегодня 23 июня, 18:04. Ребята мне сделали предупреждение, вошли в мое положение, за что им огромный рахмет. Полиция нас бережет. В общем, еще раз всем спасибо, что смотрели. Я вот даже не раздевался, прям как зашел домой. Жена говорит: раздевайся, скидывай с себя все. Пока. Наконец-то все. Пока.